Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто следит за нашим проектом «Мы вам покажем». Сегодня я нахожусь не в медицинском учреждении, хотя многие подумали бы, что именно это одеяние свойственно видеть там. Я нахожусь в научно-учебной лаборатории «Агрокуб» в селе Хатасы. Сегодня мы вам покажем, как школьники Хатасской средней общеобразовательной школы работают над специальной технологией, которая позволяет добиться суперэлитного сорта картофеля. Это уникальная технология, которая разрабатывается именно здесь и уже имеет вот такой чистый, идеальный результат. Конечно, разобраться в этом процессе будет сложно, но я думаю, в этом нам поможет специалист. Это Диана Дмитриевна, она является руководителем проекта «Агрокуб». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот для начала давайте все-таки объясним нашим телезрителям, для чего вы ищете тот самый клубень, правильный, чистый, и вот потом следите, так знаете, ежедневно за тем, как прорастает картофель, и потом изучаете вот тот самый результат. Ну, в принципе, сейчас остро стоит вопрос продовольственной безопасности у нас в стране и вообще в мире, да. И такие условия в школьной лаборатории создаются для того, чтобы дети научились работать в лабораторных условиях, знали направление биотехнологии, да, что все растения, все продукты, которые мы потребляем, были полезны и нужны для организма человека. То есть это в первую очередь для того, чтобы они понимали, насколько это важно. Да. То есть все продукты у нас должны быть экологически чистыми. Правильно, да? Ну и, конечно, программа-то наша называется «Мы вам покажем», а значит, нужно что-то показать. Вот по мне, так человеку далекого от химии, биологии там, и растениеводства, ну, непонятно, особенно вот это непонятно, где здесь картошка. Ну, давайте обо всем по порядку, да? То есть как происходит весь этот процесс? Ну, в принципе, сейчас многие замечают, когда картофель это второй хлеб, да, у нас, и все равно каждый день, да, мы потребляем картофель в пищу. И, соответственно, мы, когда чистим, замечаем, что есть какие-то болезни, может, неправильные формы, да, и если даже и по внешним показателям он вроде бы нормальный, то если мы разрезаем, то внутри тоже обнаруживаем следы болезней и вирусов. То есть вот эта коричневая сердцевина бывает такая, да, пустота, да? А вот тот самый зеленый налет, такой зеленый цвет после срезания кожуры, это тоже плохо? Да. Это говорит о чем? Химический состав данного продукта тоже меняется и, соответственно, небезопасен для потребления. Ну и не зря говорят, что с таким цветом внешнего вида не рекомендуется потреблять вообще, пищу. Да? Ну, соответственно, вы все-таки работаете на качество, да? И вот ребята приходят на уроки к вам и пытаются вырастить хороший картофель. Из чего, как это все выглядит? Ну, вычистить и вообще оздоровить клубень картофеля мы здесь в нашей лаборатории делаем способом микроклонального размножения растений в инвитро. Инвитро – это такой способ выращивания растений в условиях пробирки. И, соответственно, тут у нас растение растет именно в закрытом, таком в чистой зоне, то есть здесь нету других примесей воздуха, да, и так далее. То есть мы добиваемся того, чтобы сюда не попадал воздух внешний, да, и как вы видите, здесь очень много микроклубней. Именно микро, видите? Очень, вот эти коричневые, да? Да, эти клубни в последующем мы должны посадить, уже внедрить в почву. Затем мы получаем уже мини-клубни. Вот они, да, мини-клубни. А их трогать можно? Ну, в принципе, можно, но нежелательно, потому что сейчас там прорастает уже, да, и вот из него, да, мы сейчас из него, ну, в принципе, из него получаем меристемное размножение, продолжается, то есть с одного такого мини-клубня мы можем способом инвитро получить в год более 18 тысяч идентичных клонов, выращенных в условиях лаборатории. Так. 18 тысяч клонов – это 18 тысяч картошек? Да. Ну, условно, таких вот пробирок. 18 тысяч в год.
Сложная какая-то калькуляция. Ну, то есть, смотрите, вот здесь мы выращиваем из чего? Из вот как этого раз таки, маленького. да, вот там пророченный, это меристемное размножение называется. А этот клубень, мой мини-клубень откуда взяли? Мы получили с пробирочного растения. То есть отсюда получаем это. Получаем это, маленький. Да. Микроклуб. То есть вот с такого, этот росточек из чего появляется? Такая с меристема. Обратный, получается... Какой-то замкнутый круг. Да, растение, в принципе, оно как бы, мы же их размножаем семенной продукцией, да? В принципе, картофель тоже сажается семенной. Да, семенным способом. Но при микроклональном размножении мы сохраняем именно все генетические данные, которые вот этого сорта. Условно, это сорт Дезире у нас сейчас, да, и этот сорт имеет правильные формы, да, вот все это он должен сохранить в течение 5 поколений после себя. Наша задача в том, чтобы сохранить его генетические данные в течение 5 его поколений. То есть он не должен видоизменяться, да? Да. То есть 5 как минимум лет, да? 5 его повторов таких круговых, в том числе посаженных в почву, они должны сохранять все свои свойства вкусовые, форменные и внешние и внутренние качества тоже. Как долго происходит этот процесс? Потому что в моей голове образовалась некая такая каша, да, а вообще вот получить из вот такой крошки картошку сколько займет времени? Смотрите, если мы сейчас поставим в правильном расположении весь процесс создания суперэлитного сорта, да, который у нас будет оздоровленным, у нас идет процесс именно с пробирки, микроклубень, мини-клубень, клубень первого года это элитный сорт, клубень второго года, он будет суперэлитным сортом. Перед вами 3-летняя работа наших учеников. С ума сойти. То есть 3 года нужно, чтобы получить вот эту картошку, да? Да. Сначала пробирка, потом этот клубень, потом этот, потом маленький сорт. Но вы его не выращиваете до максимальных размеров, получается, да? Получается, она даже, она может, в принципе, но желательно, чтобы она стала семенной продукцией. То есть вы его сохраняете в виде семян, Да. а потом еще на следующий год садите, эту картошку уже можно кушать. Да. Вот такой процесс происходит в стенах этой школы, и, конечно, мы не можем не посмотреть, как же все-таки это происходит непосредственно в самой лаборатории, а там уже трудятся вовсю школьники. И, кстати, один клубень оздоровленного суперэлитного сорта очень ценится, и стоимость его у нас в России от 250 и выше. То есть сорт Дезире, один клубень, если мы хотим заказать суперэлитный сорт, обойдется нам в 450 рублей. Вот эта картошка 450 рублей? Дорогие друзья, если вы когда-нибудь захотите увидеть картошку за 450 рублей, посетите общеобразовательную среднюю школу в селе Хатасы. Вот здесь золотая картошка. То есть потом из нее можно же целые поля выращивать. Да. То есть есть смысл приобрести ее, потому что она идеально чистая. Да, получается, и когда мы же позиционируем себя как агробизнес-школа, и в том числе мы сейчас просчитываем именно стоимость мини-клубней, чтобы в следующем году уже начать реализацию элитного сорта именно мини-клубней, в размере мини-клубней. То есть вы у себя уже, приобретая у нас семенную продукцию, можете уже получить свою семенную продукцию, не за 450 рублей, да, как условно выходит, а именно через мини-клубни оно будет эффективнее для экономики семьи. То есть, Диана Дмитриевна, я думаю, сейчас многие наши телезрители уже думают, так, где же достать те самые чистейшие микроклубни? Я хочу уже в следующем году иметь чистейшую якутскую картошку, да? Но придется немножечко подождать. А самое главное, возможно, придется в следующем году еще раз пересмотреть наш выпуск, для того, чтобы понять, как все это дело проходит, и тогда, возможно,
конечный результат будет радовать вас в 2 раза больше, потому что вы будете понимать, насколько уникален этот процесс. Ну, мы сейчас находимся в лаборатории биотехнологии нашей школы. В ламинарной зоне именно здесь происходит процесс микроклонального размножения. То есть ребята работают под ламинаром, черенкуют, клонируют и создают с одного черенка можно получить до 18 таких растений. После этого, после работы на ламинаре и после того, как они здесь простоят, ну, какой-то сорт стоит у нас 30 дней, какой-то у нас до 180 дней, да, и потом они переходят в грязную зону, где прям в почву высаживаются, либо в аэропонную систему. А вот эта вот жидкость такая белая, да, это что? Это Причем она же не льется, можно перевернуть? Да, конечно. Вот смотрите, это как будто воск. Это среда, которую вот наши обучающиеся делают именно в лаборатории, то есть не здесь, в ламинарной зоне, а именно в лаборатории. Его прям, это как приготовить, допустим, суп. Да? Но вот у них суп из, получается, микро-макроэлементов, которые не соединяют по определенному рецепту. Да? И, кстати, в прошлом году очень много у нас было исследований именно по различным составам среды. Да? И сейчас вот определили такой нужный состав. И все растет? Да. Все растет и дает свои результаты, да? Ну, давайте посмотрим уже, чем занимаются девочки там. Это ученицы какого класса? У нас сейчас сидят ученицы 8 и 7 класса. У них проектная деятельность называется «Микроклональное размножение картофеля в условиях инвитро». Наш педагог дополнительного образования Жиркова Зинаида Гаврилевна под только присмотром руководителя девочки, ну вообще наши обучающиеся работают в ламинарной зоне. Но сейчас наши девочки, перед тем, как начать работать в ламинарной зоне, девочки должны обеззаражить полностью свою, ну, все, что у них рядом, потому что только работая в чистой зоне, безвирусно, да, только мы можем добиться чистых растений. То есть мы все равно находимся, ну, как вот у нас в воздухе всегда есть вирусы, микробы, да? Хорошо. Итак, девочки обеззараживают полностью всю поверхность, да? У нас сегодня необычный какой-то выпуск мы вам покажем, потому что, ну, действительно, не всегда встретишь вот такой интересный процесс. Ну и детям интересно, в принципе, работать в лабораторных условиях. Это совсем другой труд, другие возможности, так скажем, да, для детей. Вот. Так, далее что-то они делают. Вот это что за аппарат и для чего он вообще необходим? Ламинарный бокс – это специальный бокс, который с помощью ультрафиолета стерилизируется поверхность всего этого ламинара. Потом 40 минут они должны стерилизоваться от внутренности вот этого ламинара. А потом отключают, они уже давно отключили, и включаем вентиляцию. И эта вентиляция, воздух ламинара выходит в сторону кабинета. Это для того, чтобы туда не попали бактерии и вирусы. В общем, по сути, это такой бокс, где происходит, значит, как клонирование. Клонирование, да, и обязательное условие – это вот та самая стерилизация всего, да? Да. Вот То девочки специально выключили обдув, да, и для того, чтобы спиртовку включить. Без спиртовки тут тоже никак не обойтись. Так, также сейчас они взяли по одному уже черенку, да, это черенок называется, открывают с помощью пинцета. Пинцет у нас достаточно такой длинный получается. Должны
Извлечь? извлечь, да, растение. Это черенок того чистого картофеля, правильно? Да. Каждый черенок пересаживается в питательную среду. Поэтому вот старую питательную среду они удаляют, а сейчас будут садить именно, пересаживать именно в новой среде. А вообще, как показывает практика, да, Диана Дмитриевна, подросткам нравится заниматься вот подобными мероприятиями? Потому что мне вот, да, я взрослый человек, я вот ничего практически не понимаю, да, для меня это очень увлекательно все, да, а подростки нынче, вот ваши ученики, они увлеченно этим занимаются? Ну, сейчас вообще агротехнологическое направление очень достаточно интересное, инновационное, да. Не зря наши ученики знают, что самой автоматизированной отраслью, ну, вообще по миру агропромышленный комплекс занимает второе место по автоматизации. То есть здесь настолько много всяких инноваций и автоматизации, что детям, в принципе, интересно. И что немаловажным сейчас является открытие у нас в школе именно профильного образования после 9 класса. У нас естественно-научный профиль уже вот второй год сохраняется. Ну, то есть девочки уже могут получить некое образование, да? Да. Начальный этап, так сказать, да, если хотят связать свою судьбу именно с агропромышленным комплексом, правильно? Да, это получается, если мы говорим про скиллсы, да, они уже определенные навыки работы в условиях чистой зоны имеют, да, и в большинстве наши сейчас дети начали выбирать профессии, связанные с предметами биологии, химии. То есть вот каждый вот этот отросточек, это тот самый новый... Да, новая жизнь, новая новый жизнь. черенок, да, который уже будет иметь тоже свою корневую систему. Корни появятся, а потом появятся вот эти плоды. Междуузлия, да, вот эти вот растения, Да-да-да. ну, лепестки появятся. И Потом уже клубни. да, потом появятся мини-клубни, Мини-клубни. которые потом... А вам зачем столько много картофеля? Вы куда потом его? Ну, у нас же в планах есть создание агропарка, да, там, где дети именно все, что здесь клонируют, чтобы выращивалось в условиях, именно климатических условиях Якутии. Допустим, у нас есть вот грязная зона, а именно круглогодичная теплица, да, и там, где все, что мы здесь клонируем, там выращиваем. И не только в условиях почвы и беспочвенные растения, выращивание тоже применяем. То есть в гидропониках, в аэропониках у нас все растет. А что помимо картофеля еще клонируете вы здесь? Клубнику, землянику пробовали, цветы, розу. Розы, кстати, очень хорошо летом прижились. Сейчас эти розы будем дальше черенковать, тоже и клонировать. Также лекарственные растения, как, вот, допустим, стевия, заменитель сахара для диабетиков. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, вот, обратите внимание, это растение называется еще раз как? Стевия. Это заменитель сахара для людей, да, которые болеют диабетом. Да. И вы сейчас вот с помощью этих пробирок также его клонируете для того, чтобы потом получить... Ну, стевия вообще, в принципе, очень сложно размножается и выращивается в условиях, ну, у нас, да, ну, не только у нас, она вообще, в принципе, сложна. И поэтому в условиях инвитро она достаточно быстро и хорошо развивается. Это проект Бурцевой Алины, ученицы 11 класса, которая хочет сделать сахарозаменитель в условиях нашей лаборатории. То есть у вас такая кладезь, да, молодых юных исследователей, которые, возможно, в будущем выведут вообще весь агропромышленный комплекс республики на новый уровень, да? Будет у нас и сахар свой, и идеально чистая картошка, и розы будут цвести у нас по всему городу, да? Что еще вы сказали у нас будет?
проекты, которые по созданию продуктов питания, да. Да, это та самая знаменитая тушенка, да, у нас есть и чай, у нас есть хатасский мед, у нас даже есть мыло с содержанием хатасского меда. Да, кстати, бьюти-индустрия сейчас детей тоже очень интересует. Допустим, все, что у нас выращивается, уже у детей появились такие проекты, как создание спрей для лица, там тоник, духи сейчас еще делать. Ну, такая линейка, бьюти-линейка тоже начала. Существует, да? Вот так вот. Совсем скоро импортозамещение будет в полном, да, объеме, и все будет у нас нашего местного производства. Это просто удивительно. Я так рада, что побывала в этой школе, потому что, ну, действительно, я не знала про вас, чем вы тут занимаетесь. И так сожалею, что мое школьное время уже давно позади, а так бы, возможно, и мое какое-нибудь открытие сейчас уже было востребовано, да? Во-первых, ребята получат опыт научно-исследовательской работы. Во-вторых, работа в условиях лабораторных условиях получается именно в чистой зоне, в ламинарах. Не каждый ученик, наверное, умеет работать в таких условиях, да? Это больше относится именно уже более технологическим скиллсам, да? Когда навыки детей, они технологичны. И умение следить за ростом растений, да, это большой трудоемкий процесс на самом деле. Девочки второй год высаживают прям картофель в условиях поля, поливают его, сорняки убирают и окучивают. Весь целый процесс вегетативного размножения именно картофеля, они за этим всем следят. И, соответственно, участвуют в НПК. А поесть успевает этот картофель или нет? Или все вот только вот здесь лаборатории его, да? Хочется-то, наверное, и на вкус попробовать? Или не успевают, уже выпускаются со школы, да, наверное? Да нет, успеют еще. Я думаю, еще несколько сортов могут успеть. Виолетта вообще начинала с органолептического анализа картофеля, то есть определения вкусовых и вкусовых качеств картофеля. То есть она вообще мастер по картофелю? И на вкус, и по на уровне химии, и по внешнему. На полях, наверное, уже ходила, да? В общем, у нее дома точно, наверное, картофель будет всю жизнь отличный, да? И жареная картошка с лучком тоже, да? Но больше опыта ухода за растениями у Регины. Да? Регина у нас уже, ей уже 14 лет. Летом она трудоустраивалась у нас в летнем трудовом лагере, у нас работала. И именно опыт агрономии у нее больше, скорее всего, чем у Виолетты будет, да? Гордостью нашей команды, нашего коллектива являются не только наши дети, но и наш преподавательский состав. И одним из самых наших нужных и важных преподавателей является Зинаида Гаврилевна. Она более 30 лет проработала у нас в хатасской школе учителем биологии, учитель высшей категории биологии, мой преподаватель даже биологии. Я сама тоже выпускница хатасской школы, и Зинаида Гаврилевна нас тоже обучала биологии. И мы очень гордимся, что Зинаида Гаврилевна сейчас, уйдя на пенсию, она согласилась дальше работать у нас в агроклубе. В 2019 году мы всем составом ездили в Москву, прошли курс обучения именно для педагогов агроклуба по направлению биотехнологии. Обучение у нас проходило в Тимирязевском университете, Российском аграрном университете имени Тимирязева, в кафедре биотехнологии и в Кванториуме города Москвы. Сейчас девочкам предстоит сделать большой, обширный анализ, химический анализ именно
картофели, которые они делают, сравнить мини-клубень, микроклубень, с элитный сорт и суперэлитный сорт. То есть такой тоже интересный достаточно проект дальше продолжится. И, То есть работа у вас кипит здесь? ну, конечно. Постоянно, да? Детям скучать не приходится. То есть, если у нас, да, среднестатистический ребенок сходил на уроки, сходил на, допустим, футбол, либо в бассейн, пришел домой и сидит с гаджетами. Здесь им нужно делать все. Значит, все у них здесь нужно вот по этим пробирочкам, а потом еще пойти посмотреть, что там в земле выросло, еще все это записать, отчитаться, да? И еще успеть повыступать в научно-практических конференциях. Еще и в конференции нужно поучаствовать. Вот вы представляете, насколько здесь заняты ученики? Но это же здорово. Это прям гордость, наверное, вашей школы. Это, конечно, ваши дети, да? Да, И вот у них, у всех есть такое некое терпение. Мы находимся здесь уже не 1 час, да? Они все усердно сидят. И эти листочки-то отрезают. И вот все это вот пинцетиками, все над огнем. Ну, очень хорош. То есть, если у вас ребенок гиперактивный, мне кажется, его надо отправлять к вам. Здесь он точно найдет себе свое дело, место и будет вот так вот усердно трудиться над определенной задачей. Мы находимся сейчас уже в грязной зоне агрокуба, да, немножечко такой не очень приятное название, грязное. На самом деле здесь не грязно, здесь все очень чистенько, просто здесь уже не те стерильные, да, условия. И вот он, наш картофель, уже в почве. Да. То есть вот то, что мы сейчас там клонировали, те идеально чистые сорта, да, были они в пробирке там порядка сколько дней? 180. 180 дней прошло, и вот сюда его уже пересаживают, да? И мы, значит, вот оно, он один росточек, да, вот этот, 1, 2, 3, то есть Да. здесь 4 пробирки. Не пробирки, а микроклубней с одной пробирки. То есть в одной пробирке может быть от 1 до условно 10 микроклубней. И далее мы через тоже 180 дней где-то приблизительно должны получить микроклубни. То есть они порядком чуть-чуть больше, потом они уходят в состояние стратификации, получается, и только потом уже из них вывлекается меристема. В общем, очень много терминологии. Картофель-то когда на поле будет? Ну, простыми словами, когда мы получаем микроклубни, мы их какое-то время оставляем на покой, ну и, в принципе, весной мы уже можем высадить на поле. Вот так. И это будет идеальный чистый сорт картофеля. Это будет, мы должны будем по итогам высадки микроклубня получить элитный сорт. Элитный. А Маленький. через год мы получаем суперэлитный. Супер-элит. А супер-супер-элит будет? Нет. Нет. Так, ну все. Отлично. Спасибо большое, Диана Дмитриевна, вам за вот такой интересный выпуск программы «Мы вам покажем». Конечно, возможно, все, что мы сегодня показали, вам будет не очень понятно, но для людей, кто реально заинтересован этой темой, да, вот темой микроклонирования, да, и вообще темой экологически чистого продукта, я думаю, этот выпуск будет очень полезен. Ну и мы не перестаем восхищаться вашей работой, вашими учениками, и надеюсь, что именно ваша школа, ваш агрокуб в будущем все-таки воспитает настоящих агрономов, да, настоящее будущее нашей республики. И нас будут знать все по самой лучшей картошке, да, по самым лучшим растениям, по самым лучшим цветам.